Добрый день, дорогие друзья, подписчики моего канала Австрийский Алтаец. Я сейчас нахожусь на Дунайском канале. Это такое ирригационное сооружение внутри австрийской столицы, города Вены. И чем место вот это конкретно замечательно? Это Фойадорф, это огненная деревня, это комплекс таких сооружений из 6 юрт. И заметьте, Республика Австрия не является тюркоязычной страной. Здесь большей частью тюрки, которые приехали из Турции. Вот они тюркоязычные. Но весь прикол в чем? Немецкоговорящая страна, они сделали вот такой павильон, который состоит из 6 юрт. И здесь можно кушать и горячее, и выпить хорошенечко, и покушать, и все прочее. Но сам прикол, смотрите, в чем. Вот они юрты. А вот он канал. Вот сам видно, да? Вот. И какая аналогия? В Горном Алтае в свое время около кинотеатра Горный Алтай в свое время владелец кафе Чейне построил вот такие же юрты. И там было очень популярно и очень модно. Все многие кушали. И насколько мне лично известно, эта большая юрта, комплекс ресторанов у кинотеатра Горный Алтай сгорел полностью. Ну, мне кажется, это, скажем, определенные группы населения, как кацап, они взяли и сожгли. Ну, чтобы алтайцы не чувствовали себя хозяевами Горного Алтая. Смотрите, вот Австрия, да, страна демократическая. Никто вот такие юрты не сжигает, никто их специально не уничтожает. И сам прикол, знаете, здесь страна многонациональная, многоконфессиональная. И какого-то расизма я вот лично алтаец, я не чувствую здесь в Австрии. А в России, которая сейчас занимается преступлениями в отношении Украины, все народы, в том числе и азиатские, их пытаются порабощать. Нет ни одного общепитовского пункта в самой столице Горного Алтая, где подаются алтайские блюда, где варят и где готовят, где работают в этих ресторанах и владельцами являются алтайцы. Единственное, быть может, там ресторан «Типография», владельцем которого является Тенгиз Бабрашев, но у него, насколько мне известно, шеф-повар не алтаец, они русские. И кощунством и таким лицемерием, на мой взгляд, вот смотрите, центр австрийской столицы, вот такая красота, заключается в том, что Харахорден, барнаульский ставленник Путлера, они направляют в Москву на всякого разного рода конкурсы от имени Республики Алтай и только исключительно русских или иных национальностей, но чтобы не было ни алтайцев, ни казахов. Вот, смотрите, какое явление, да? Вот, красиво, все желают. Ну, правда, сейчас уже зима. Это летнее заведение. Здесь осенью кушали, но зимой здесь оно не работает. Вот такие дела. Подписывайтесь на наш канал. Австрийский Алтаец называется на YouTube. Здесь мы рассказываем, как живут обычные граждане в Австрии. Ставьте большие пальцы кверху.